Ты насколько хорошо знаешь татарский язык с твоими тюркскими корнями? Ой-ой-ой-ой. Ой, это вообще моя любимая. Это моя тоже любимая. Меня так называли. Киленко. Как говорят у нас в Татарстане, алтын хатын, да? Все, там кушать приготовила в Инстаграм, выложила, ты уже алтын Сколько хатын. нужно зарабатывать мужчина, татарин в месяц? Нет, стоп. Это... У тебя есть татарская подружка? Я стараюсь дружить с татарками. Мне они очень по душе нравятся. Хорошие, гостеприимные девушки. Ты есть но, сейчас типа но. Дуслар, барызга сәламнәр. Альба YouTube каналы рахим итегез. Сездин эфирда Бой Хайруллин. Обычно у меня в гостях всегда рядом сидит один человек по имени Роман, но сегодня он не смог к нам приехать в гости. Но зато пришли другие люди. Заходите, пожалуйста. Я шучу сейчас, секунду буквально. Дорогие наши гости, сегодня у нас необычный формат съемки, потому что мы проводим первый раз с нашими гостями. Это живая встреча, поэтому будет лампово, возможно, где-то будет не по сценарию и будет очень много импровизации. Я, кстати, тему всегда готовлю заранее, но гости обычно никогда не знают, о чем будет выпуск. Давайте попробуем угадать, о чем будет сегодняшний наш выпуск. Просто подумайте. Посвященный женской красоте 8 марта. Опа, ага. Окей, хорошо. Добре, сгрустнули так. Все задумались сразу. Нет, теорема Пифагора, конечно же. Какая может быть тема для женской аудитории? Ладно, я шучу, все правильно угадала. Тема 8 марта, а особенно тема роль женщин у татар. Окей? Тема серьезная, я знаю. Я взял на себя такую ответственность и решил специально такую тему сделать, потому что я увидел, что женская аудитория собирается. И для того, чтобы раскачать наш выпуск, мы приглашаем на сцену. Давай. Есть? Айда. Ура! Каждую гостя я буду угощать чаем. Исенмесес, кадрле дуслар. Опа. Всё правильно? Хорошо. Все. Кстати, всех поздравляю с началом весны. Сегодня 1 марта. Да, прекрасный день. Вчера был парад планет, вы знали? Нет. Почему я сижу Сейчас вообще точно. Почему я слежу за этим? Сейчас в этом месяце еще и какое-то затмение идет, я точно знаю. И какие-то происходят ретроградный Меркурий, пожалуйста. И... Сколько можно? Да, кстати, когда... Сейчас не заканчивается. Да, хорошо, сейчас я пока подготовлю вопросу. Давай, пока я готовлюсь, немножко расскажи о себе, нам и нашим вот зрителям. Всех приветствую. Меня зовут Алена Курмаева. Мне 25 лет. У меня турецкая фамилия. Я не пойму почему, хотя я русская. И все корни тоже. Родилась я в Альметьевске. Это недалеко от Казани. Наверняка все знают. Нефтяная столица Татарстана. Живу в Казани уже много лет. 7. И здесь я поступила в 18 лет в КФУ на телевидение, где была чрезмерно рада учиться до 2-го курса. Окей, Вот, хорошо. в общем, стало сложно и неинтересно. Окей, сейчас я как раз думаю, какие вопросы тебе именно дать. Ты насколько хорошо знаешь татарский язык? С твоими тюркскими корнями. Ой, я вот знаю только плохие слова, к сожалению. Например? Можно, да? Не знаю, разрешаете? Да. Ну, давайте так. Есть замечательная, я не знаю, что это за фраза, кто придумал, какой шайтан. Называется она «этек». Ну, да, есть такое интересное. Я не знаю, что значит, типа так-сяк, да, насколько я понимаю. Вот. Да. Естественно, когда В принципе, кто-то... хорошее слово. Да, да, вот. Когда кто-то ругается, они говорят вот так почему-то. Но, Окей. да, вот, в Допускается. общем, именно главное эмоции правильно подобрать. Ну и такие базовые СГН. Слушай, ты прокачанная. Ну, я бы не сказала, конечно, но я хочу развиваться в этом направлении. Кстати, я слышала, что в КФУ в сентябре проводят бесплатные курсы, да, обучение татарскому языку. Да, я пойду в Я сентябре. очень рад, что в обязательно. Татарстане про такие новости в первую очередь узнают. Мне рассказывают Да. именно девчонки с русскими именами. Это очень радует. Вообще, я сама рада, если честно. А давайте сделаем таким образом. Я вижу, поскольку ты подкованная все-таки, и пикуян все-таки знаешь, О, шаришь. это серьезно. Куянки шер еще есть. Вопрос залу, кстати. Пока ты подумай, вопрос залу. Девчонки, как вы думаете, вот как относились к женщинам давние-давние времена, ну, Волжской Булгарии? Кстати, знаете про страну Волжской Булгарии? Кто знает? Поднимите руки. Супер, окей. Вот, может, до него, как ваши варианты, как вот относились к женщинам? Неуважительно было. Потребитель. Да.
потребитель? Как абьюзер. Как абьюзер? Да, как абьюзер. Женщина как абьюзер? Нет. Мужчина к женщине относился как абьюзер. То есть он Хорошо. ограничивал свободу. Варианты у вас? Столик номер 2. Давайте придумаем название команды. Давайте, точно. Пока. Команда столик номер 1. Нет, давайте покреативнее. Давайте татарские названия для каждого столика. Вы пока для двоих подумайте. Думаем. Мы Давайте. Махабет знаем только. У нас Махабет будет. Команда Махабет. Столик номер 1. А любая ассоциация у нас наша с тобой. Столик номер 3. Команда Дружба народов. Обал. А по-татарски как это будет? Дружба народов. Это, не, давай это нормально переведем. Может другой подобрать. Удивительно. Ага, столик номер 2. Тотар Кызлары. Все, хорошо. А мы Махабет, Тотар Кызлары. Татрус, Матурлар. вот. Татрус, Матурлар. Да, Матурлар. классно. Все, хорошо. Окей, это как-то этот, как Советский Союз, помните вот эти вот? Татсус, Потребсоюз, вот эти вот. Ну хорошо, Татрус, Матурлар. Матурлар. А можно сократить ТРМ? Татрус, Мат. Татрусмат, да. Как продвижение Ну, какое-то. партия. Да, партия, точно. Татрусмат. Вообще, в целом, мне кажется, если прям вот копнуть в глубину веков, мне кажется, там особо и не было таких понятий, как какое-то отношение Абсолютно к женщине, согласна. какое-то отношение к мужчине. Все просто выполняли свою базовую функцию, это прокормить, растопить, не знаю, очаг, Да, печь, да. печь, Семью, закрыть огонь, родить детей, еду воспитать, приготовить, да, и все такое, в общем. Я думаю, там не было особо такого углубления в однозначно, да. отношения, в то, что кому что должен и так далее. Это сейчас Хорошо. мы можем себе позволить такое, да, в современном мире. Да, когда еще... Я не буду с ним, я с ним не пойду, я там это, но... Да. Все, понял, хорошо. Все, что вы сказали, я думаю, где-то есть правда, где-то мы уже не можем, да, точно сказать. Но есть информация, которой мы точно владеем, на самом деле. То есть есть прям, понимание того, как это было. Наоборот. Теперь давайте пойдем. Формат какой? Читаем это слово, чтобы всем да, Хан. было видно. И просто, что он значит в твоем понимании. Я думаю, ты это слово и так знаешь. Что значит слово и как он переводится? Я перевод, к сожалению, не знаю. Попробуем. Я даже не знала, что он переводится. Ну, то есть- Окей, давай. Что он значит? Ну, как подсказывает практика, возможно, или какие-то там какая-то информация, полученная извне. Да, хан — это человек, которому как царь, как руководитель какой-то, например, государства или, может быть, малого городка, я не знаю. Извините, пожалуйста. Нет, точно. давайте сделаем так. Тут не будет никаких правильных ответов. Да. Здесь всего лишь гипотезы, теории, да? Мы тут не историк науки, там, не доктора, мы просто пришли порассуждать, как вот происходит дома у всех у нас. За чаем мы с родителями Хорошо. сидим, обсуждаем, а что значит слово хан? И происходят варианты, да я там слышал так, вот мы то же самое. Оставим вот эти истории с момента ученого, а мы с вами повеселимся, короче. Хан, правильно ты сказала, царь? Так, отлично. Вот. А знаешь ли ты, как произошло это слово? Происхождение слова? Ну, я полагаю, что это слово, это же явно не русское слово, поэтому, Угу. может быть, как-то из другого языка. Угу. Это татарское слово, Татарское тюркское слово. Так. Вот, хан, царь, можно так перевести, Так. в принципе, да. Мгм. Еще есть султан, еще используется вариант более понятные. Ага, Происхождение ну, этого султан слова, тут есть же, да, татары, которые прям слово қан. Знаете, как переводится слово қан? Кровь. Мгм. То есть это вот древнетатар-тюркское слово, қан, это кровь означает. То есть в те времена там так было, то есть именно по крови потом вот все передавалось, от этого все пошло. То есть изначально было слово қан, потом хан пошло. Оно так превратилось. Изначально слово қан. Там это связано с древними традициями, короче. Идем дальше. Ханбике. Это жена его. Прочитай это Да? слово и что это значит, да. Ханбике. Ага. Ну, похоже, что это либо его последующий кто-то, либо его жена. Да? Ну, жена вряд ли. Девочки, помогите мне, пожалуйста. Да? 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 Ну так, ну-ка, айда. Я не знаю. Как ты? Помощь зал. Можете, пожалуйста, погуглить кто-нибудь там? Ханбика. Ты Ханбике. все правильно перевела. Это, по сути, жена хана. Ага. Состоит из двух слов. Хан – это хан, я даже не знаю как, окей, царь, да? Так. Бика – это как уважительная форма госпожи. Это как госпожа. Очень красиво. Мне кажется, это
Вот. Здорово. Почему, вопрос, наверное, почему как бы не царица, а именно бикя, как бы нету разделения. В тюркском языке вообще нет мужского и женского рода. Вот это моя запомнить. картинка, я сделал ее специально в нейронке. Ну, покажу всем, чтобы всем было видно. И тебе тоже. Здесь мы как видим немножко исторической информации. Женщинам... Хочу свадьбу в таком стиле. О, ну, да, я думаю, турецкий сериал Да, все-таки да? делает Классно. свое, да? Хан и Ханбике. Да. Мотор. Раньше, ну, в принципе, с тех времен было такое, что к женщинам, вот к своей ханбике, это был второй правитель. То есть по древним обычаям было так, что Бог дает стране правителей, их должно быть два всегда. Вау. Это было, такие обычаи были. Жена всегда должна сидеть с левой стороны от мужа. Ну, здесь, ну, вот именно с левой стороны. Когда она рядом, он мог принимать гостей из других стран. Если ее нет, он не может. Запрет. Очень относились с уважением к женщинам в те времена. Ну, вот как бы к ней. Я не знаю, что там ко всем так, но как бы вот на таком уровне почему-то все сохранилось, потому что они записывали все это момент, как гостей встречали, оттуда мы знаем. История такая наука, она не точная, как математика, Да, поэтому однозначно. около теории все происходит. Вот. И еще одно правило, когда парень приходит домой, или вот заходит к себе, да, в комнату, он домой, да, он в первую очередь встречает, всегда приветствует маму. Только потом папа. Так было принято. Вот. То есть очень большое почтение женской половине, так сказать, да? Да, Да. да. То есть тогда это было прям поровну. И очень, то есть не было разделения. Потому что мышление тюркское не позволяло делить вот по меня глаголам. это удивляет сейчас, да. По глаголам не было вот это понимания того, что типа это мужчина, это женщина, типа разные, как бы одинаково по статусу. Да, понятно, мужчина это сила, женщина это как бы семья, уют, так скажем, поэтому. Вот это мне непонятно, потому что все-таки в исламской, да, религии мужчина же он прям, ну, как самый главный, а жена просто есть. Это очень неправильное мнение на самом деле. Да? Да, вот как раз говорят люди после того, как люди, живущие не по шариату настоящему, а просто по традициям, очень неправильное мнение складывается из таких людей. На самом деле женщина в исламе это просто дар Божий. И если даже у мужчины рождается 2 дочери, он автоматически попадает в рай. Если 3, то все, это уже Я скажу, самая лучшая позиция. почему у меня такое мнение. Потому что я смотрела сериал, вот этот, вот, как, где она там, гарем. Кто? Великолепный век. Великолепный век, пожалуйста. И кто? Там женщины. Пошел. А давай сегодня другую, а давай вторую, третью, четвертую. Ну вот, пожалуйста. Да, но Какие все там ценности женщины? Все женщины в гареме каждый день получали очень хорошую зарплату, ни на что ее не тратили. Они были просто в замечательных условиях, катались как сыр в масле. Ох, я бы горячую тему капнул, да? Опасную тему. Да. Хорошо, хорошо. Идем дальше. Ир? Мужчина. Ир. Что значит это слово? Мне почему-то кажется, что это переводится гора, я не знаю. Она просто тебя не слышит. Не подсказывает. Ну, мужчина, хорошо. Подсказка другу была. Спасибо большое. Да? Да, мужчина. Кстати, как думаете, вот происхождение слова? Вот татарочка, давайте вот. Ир, откуда слово произошло? Я вам показываю. Кивайте, типа, там, я понимаю, вы, наверное, не понимаете, но русский язык-то понимаете? Понимаю. У нас Ира, имя есть такое, женское. Ира. Ира. Да. Да. А как бы... Они не связаны, но очень хорошее Ну да. совпадение, классное, на самом деле, да. Давайте попробуем, девчонки, давайте. Козлар, иди. Произошло? Откуда, да, вот. Откуда наши предки придумали слово? Зачем вообще вот Ир? Ну, я знаю, продолжение есть. Ад. Это как лошадь. Да, кстати, ну, очень близко. Ира. Здесь почему такие слова я подобрал? Как раз, ну, поскольку семья, мужчина. Ир – это слово жир. Это земля, это мужское начало. Это по мировоззрению наших предков. Поэтому они называли Ир, это жир, по сути. Вот. Интересно. Это мужское начало. О, это вообще моя любимая. Это моя тоже любимая. Меня так называли. Киленко. Киленко. Ну, это невестка. Вы знаете перевод Килен? Вдруг просто... Да. Я извиняюсь. Да, я не должна была говорить, прошу прощения, дико Она извиняюсь. опережает. Да мы все равно не догадались. Не, мне нравится, что вы все такие бодрые, прям молодцы. А Нет, как? Заряжаем. Килен, да. Да. Все верно. Давайте попробуем угадать, как это слово произошло. Ну, киль, типа...
Вот, да, тоже поверьте, что возможно как пришлое, как, ну, килин, киды. Что с нее взять? Которую Да. мужу, Да. которую И нашли. всё. Да, Да, все всё. верно. Да, все правильно. Класс. Да. Прекрасно. Килен – это тот, кто пришел. Кильде. Да. Да. Вот. Тут даже я чуть-чуть догадалась. Ты вообще прямо угадала. Я счастлива, спасибо большое, классно. Я Еще есть другое слово, альтернативно тоже связано с семьей. Иляну. А, Иляну. понятно что. Крутиться. И там вот, и что у вас появляется дом. Иляну – это, получается, такой глагол. И – это дом. Я не знаю, да. Вот, иляну – это глагол, типа, создавать дом. Не сдаваться. Это значит, Вау. я жениться, дословно, вот, иляну – жениться. Понятно. Вот такие Здорово. вот моменты. Элены. Иляну. Я здесь не написал, забыл, сейчас вот Ну, вспомнил. это вот эта вот буква Э. О. Э. О, вот палочка. Да. Да. Э. О. Вопрос скажи. Не зря столько лет татарский учила. Под прикрытием просто сидит. На самом деле зовут там Амина и... Эмине – это мое, да, имя, которое я хотела взять, когда хотела принять ислам. Да, ради мужчины, которого я люблю. Да. Интересно, кстати. Эмине, действительно, это... Так, можно сразу называть перевод? Можно. Сейчас я всем дам чуть-чуть это время подумать. Давай, говори. Все. Хатын – это жена, да? Да. Как говорят у нас в Татарстане, алтын хатын, да? Все, там, кушать приготовила в Инстаграм, выложила, ты уже алтын хатын. Вот, алтын хатын, конечно, очень известная, популярная фраза, поэтому я знаю, что хатын переводится как жена. Да, все правильно. Теперь по классике, как думаете вы? Ну, хат, то есть от слова дома. Все эти Кстати, прикольно. корни растут, и оттуда, мне кажется. То есть хат – это тоже дом. Нет, здесь это персидское слово больше даже. Да, Это Персия на самом деле. Мгм. Но есть один интересный момент. Помните, я вам говорил, что женщина очень важная часть семьи, и раньше у тюрков был матриархат. Сейчас они вас шокируют, но раньше страной женщины правили. Называлась она Ок Аби, это прям, значит, самая старая женщина, и у нее все спрашивали. Но это была необычная женщина, это была шаманка. Хотен – это катун, это шаманка. Вау. А, то есть, по сути, все женщины ведьмы, да? Ну, как бы, Вот, как бы, да. Типа, вот это, к этому Можно отсылка, по-другому да? назвать. Либо феи, Да, Либо ну, колдунья, Да, либо- хороший, добрый феи, ладно, пусть будет так. ну, в принципе, ведьма слово тоже как бы есть, да. Но есть добрый А ведьмы. так, слово хотен, это означает, на самом деле, шаманка. Батюшка. А на татарском шаман будет ком. Мгм. Ком. Видели комще? Знаете, что такое комще? Нет. Нет. Вот этим комще, блин. Им раньше они работали, прогоняли, как бы, так скажем, ну, негативные энергии, так скажем. Комще. Кнут. Хлыст. Да. Хлыст. Да. Кнут только с палочкой еще. Да. У тебя есть татарская подружка? Я стараюсь дружить с татарками. Мне они очень по душе нравятся. Хорошие, гостеприимные девушки. Как будто есть но. Сейчас типа но. Сейчас тут Чапала готовится. Да, в принципе, я раньше осуждала и, если честно, терпеть не могла, и считала их колдовками, которые могут приворожить мужчин. Я смотрю, без оснований здесь как бы. Как колодовка? Как, ну, да, ну, ведьмами, да, я считала, что там, в общем, есть какие-то там корни, которые магические какие-то. Ну, считала, да, что татарские девушки, они опасны. А когда я переехала в Казань, я поняла, что это совсем не так. Очень уважаю татар, люблю. И татарский язык тоже. Хочу выучить. Класс. Все вот так. Классные амбиции. Да. Спасибо большое тебе. Большое спасибо вам. Это очень поучительно было. Ну, Да, спасибо.